Очередную партию гуманитарной помощи отправили для участников СВО из Ингушетии в рамках сбора «Все для победы». В перечень вошли продукты питания, питьевая вода, генераторы и буржуйки для наших бойцов. Список необходимого составили по запросам самих военнослужащих. В сборе и отправке гуманитарной помощи участие принимали активисты Народного фронта, предприниматели и неравнодушные жители республики. Ингушская делегация находится в Республике Беларусь. Обсуждается партнерство. Главная и общая наша задача – открывать новые возможности экономики, укреплять образовательные и культурные связи, туризм, реализовывать перспективные проекты, отметил глава региона в своем телеграм-канале. В частности, планируем наладить импорт товаров из Белоруссии, мебель, сельскохозяйственную и молочную продукцию, а также открыть в Ингушетии дилерский центр Минского тракторного завода. В свою очередь, готовы экспортировать разнообразную продукцию агропромышленного комплекса, алюминиевые изделия, мясо индейки и многое другое. В рамках визита правительственной делегации Ингушетии достигнуты договоренности в сфере изготовления упаковочных материалов и другой картонажной продукции. Изучена возможность открытия фирменных магазинов белорусских предприятий. Кроме того, долгосрочное сотрудничество открывает возможность создания на базе наших учебных заведений фирменного учебного класса Минского тракторного завода и прохождения практики студентов Ингушского государственного университета на территории этого завода в Белоруссии. Мы стремимся не только к расширению товарооборота, но и к обмену опытом в различных областях. Уверен, что этот рабочий визит заложил основу для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов, которые будут способствовать экономическому росту и социальному развитию и нашей республики, и Республики Беларусь. Также в рамках культурного обмена между Ингушетией и Белоруссией договорились об участии представителей нашей республики в международных кинофестивалях «Анимаевка» и «Листопад» в Белоруссии, а белорусских кинематографистов в международном фестивале «Золотая башня» в Ингушетии в 2025 году. Белорусский союз художников выразил заинтересованность в проведении совместных художественных пленэров в Ингушетии. Кроме того, Республиканский центр национальных культур Белоруссии пригласил нашу делегацию принять участие в Республиканском фестивале национальных культур, который пройдет в городе Гродно в 2025 году. Ввоз товаров без маркировки может стать уголовным преступлением. С таким предложением выступил Минпромторг России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива предлагает внести поправки в статью 171.1 УК РФ. Сегодня она предусматривает ответственность только за оборот контрафактной продукции внутри страны. Ее производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт. Наказание же за ввоз немаркированных товаров в текущей версии закона не установлено. Санкции на поставщиков налагаются лишь за импорт контрафактного алкоголя и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Родителям больше не придется тратить деньги на репетиторов. Власти задумали заменить репетиторов бесплатными занятиями в школах. Уже создана рабочая группа, которая к марту 2025 года должна будет подготовить стратегию развития школьного образования. В школах улучшат качество подготовки к ЕГЭ, будет больше внеурочных занятий. Эти занятия будут бесплатными для школьников, чтобы родители не тратили деньги на репетиторов. 17 декабря в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия» уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цычоев и президент Адвокатской палаты Республики Зарета Хаутеева проведут совместный прием граждан в целях реализации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. Жители смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Время приема с 10 утра до 13:00 по адресу город Магаз, улица Мальсагова, 11. 21 декабря во Дворце спорта Магаз имени Берда Илоева пройдет турнир НФЛ, который объединит борьбу и ММА. Его участниками станут победители крупнейших турниров и Олимпийских игр. В схватке сойдутся олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и действующий чемпион России Анзор Закуев. Свою схватку также проведет двукратный чемпион России, трехкратный победитель чемпионата Европы, призер юношеских Олимпийских игр Мухаммад Евлоев. Его соперником станет бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Габриэль Арасило. Поддерживать спортсменов будут почетные гости. Пятикратный олимпийский чемпион Михаил Лопес и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Ярчайшим событием турнира станет возвращение легендарного российского бойца Александра Емельяненко, который проведет поединок после перерыва длиной в 1,5 года. Турнир НФЛ возглавит поединок не знающего поражений Руслана Белхароева против опытного боевого самбиста Магомеда Магомедова.